Всем привет! Это «Башкирские каникулы». Программа о том, как здорово отдохнуть в Башкортостане. И сегодня крайне необычный выпуск, потому что он об отдыхе всей семьей. Ну или, по крайней мере, с детьми. Приятного просмотра. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Раз уж мы заявили, что Абзелиловский район идеально подходит для отдыха с детьми, будем эту мысль подтверждать. Я приехала в Дина-парк, и со мной случайно в моей машине оказался мой сын. Ура! Башкирские каникулы начинаются! Начинается! Вперед! Мам, ну где же динозавры? Я не понимаю. Не знаю. Давай поищем. Может, Не, вряд ли. может... Да Тоже. не. Может там. Хотя вряд ли. Да, пошли. Там что-то. Там жизнь какая-то, может, и динозавры там. Ну да. Сожми, просунь и раскрой. И не бойся. Не дотягивает. Разверни ладошку. Зачем ты так сделала? Мам, ты сказала разверни. Козочки, конечно, милые, но мы в поисках других обитателей Дина-парка. Муравей. Мама, это не муравей, это скорпион и муравей. Ничего себе. Это кто на кого напал? Потом пойдем туда, потом к божьей коровке, потом сюда, потом сюда. О, там еще кто-то есть. И кого тут только нет. Рычат, шевелятся, погружают в мир юрского периода, как будто наблюдают за вами, величественно вращая головой. Развлекательный мир «Динозаврик» – чудесное место для детей, которые увлекаются динозаврами, особенно для мальчишек. Страшненький такой. Это Ну кто? да, это тираннозавр. Я думала, это Рекс. Тирекс это почти то же самое. Я посмотрел все. Весь парк. Ну, не весь. Не весь. Что было самым интересным? Не знаю, все. Не страшно? Нет, А ты бы хотел жить в то время, когда жили динозавры? нет. А я бы хотела. Представляешь, приходишь в парк, насыпала на ладошку зернышко, покормила А динозавра. потом он тебя съел. Ну, если хищник, могло быть и такое. Ну да. Ну, слушай, раз мы все здесь посмотрели, предлагаю двигаться дальше. Говорят, есть еще одно интересное место. Да. Идем? Парк полон интересных зверей и разных аттракционов для малышей и детей постарше. Здесь можно и просто погулять. А вот в музее восковых фигур можно встретить много знакомых лиц. Конечно, эти знаменитые личности разных эпох никак не могли оказаться в одном месте, а здесь они вполне себе уживаются, соседствуя с персонажами из мультфильмов, как советских, так и зарубежных. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф, кнуф, нуф, фуф-уф и луф-луф. Да, жутковато находиться с весьма реалистичными восковыми фигурами. Вот-вот кто-то развернется или моргнет. Парк «Динозаврик» расположен в прекрасном живописном месте на берегу озера Северные Улянды. Помимо аттракционов, здесь есть гостиницы, глэмпинги, дома и большая территория.
Для любителей комфортного отдыха имеется ресторан, спортивные площадки, обогреваемый бассейн и куча уютных уголков для спокойного отдыха. Каждый найдет что-то по душе, ведь летний отдых должен быть и активным, и расслабляющим. Свои выходные я решил провести на территории легендарного санатория Ектыкуль, который находится на берегу одноименного, самого глубокого и самого чистого озера на карте Башкортостана. Озеро еще иногда называют озером Банным, потому что, по преданию, войско Емельяна Пугачева когда-то принимало здесь водные процедуры. Что у меня в программе? Лечебные процедуры? Помочить ножки в озере? И кто знает, возможно, непорочный курортный роман. Санаторий Ектыкуль. Как же здесь красиво. Отдых, который почему-то отправляет в светлые времена молодости родителей. Когда спокойно, уютно, облагорожено и так по-домашнему. За что можно и нужно любить территорию санатория, так это за прогулочные зоны с волшебными видами на величественное озеро. Здесь отдыхают все, и стар, и млад. В общем, хорошо здесь. И, конечно, особенно радуются наличию чистейшего Ектыкуля дети. Пенная вечеринка, жаркое солнце, веселая музыка. Что еще нужно для счастливого детского отдыха? Сейчас бы в детство. У меня суставы больные. Поэтому на процедуры. Вернемся к основной функции санатория – оздоровлению. Полноценный курс не пройду, все-таки я здесь всего-то на пару дней, но с вами деталями поделюсь. Итак, Ектыкуль является известной многопрофильной здравницей, которая долгие годы популярна у жителей нашей страны. Отправимся в водо-грязелечебницу и узнаем, как врачи санатория помогают населению. Коллектив опытный, а уникальные природно-лечебные ресурсы выгодно отличают санаторий. Слушайте, а классно у вас здесь, конечно. Ну, конечно, это же Ектыкуль, жемчужина Зауралья. И не только Зауралье, как мне кажется. А какие у вас основные факторы лечения здесь в санатории? Это благоприятный климат, илово-сапропелевые грязи свои и радоновое отделение, единственное в регионе. Так, грязи я не принимал года 2, поэтому можно мы сегодня и грязь, и радоновое лечение? Нежелательно что-то одно, они в один день несовместимы. А тогда можно грязь, а радоновое лечение мы просто посмотрим? Да, я с удовольствием проведу экскурсию. Пойдемте. Отмечу уютные коридоры лечебного корпуса, в которых приятно находиться. Затем отправимся в святая святых. Это наша радоновая лаборатория. Здесь мы добываем наш искусственный радон. В барбатере под высокой температурой из радия переходит в радон. Мы его в жидкую часть, и из жидкой части мы разливаем пациентам. И они его что, пьют? Питьевой радон у нас тоже есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек и мочеполовой системы. Радоновое питье мы применяем с 2023 года. Так, все мои диагнозы. Интересно, правда? Ну а дальше в грязь. Буквально. Похоже на шоколадный шарик мороженого. Да. Но нужно искать в любой грязи какой-то позитив, ведь так? Я подержу. Ну, если что, надеюсь, не шокируйтесь. Нет, я доктор. Доктор?
Я доктор, причем акушер-гинеколог. Я мужчина. Я курортолог, да. Тихонечко. Да, особо не разгонишься, конечно. Вы знаете, я абсолютно точно уверен в том, что ни один ведущий нашего телеканала не бывал в грязи так часто, как это делаю я. Все, Дима, 10 минут прошло. Можно уже выходить. Тихонечко, спокойно. Да тут особо не разгонишься, я вам скажу. Как же это неаппетитно. Так, а мне сейчас вот прямо душевую, да? Ну я все, простите меня, загажу здесь. Ничего страшного, у нас тут все легко смывается. Я вам еще пеленку постелю, чтобы вы не упали. Слушайте, представляете, кто тут обедает сейчас и все вот это вот наблюдает? Или ужинает. Тихонечко. Алан, смотри, какое красивое озеро. А знаешь, как оно называется? Не знаю. Куляндык. Ух ты. Ух ты, смотри, там даже лодки, катера. Прикольно. Гироцикл, по-моему, да, называется? Как это Да, называется? гидроцикл. Гироцикл. Красота! Вон, смотри, плот плавает. Классно. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот мы отдыхаем здесь, а какие у вас есть для туристов, для У нас гостей? есть развлечения на любой вкус. И для Водные. активных, и для не очень. Можно просто совершить обзорную экскурсию по озеру. Ага. Можно покататься на водных аттракционах надувных. Классно. Но, может быть, с прогулки начать? Давайте начнем с прогулки. Возьмете, покатайте нас? Легко. Ой, классно. Хоп, хоп. 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 Супер. В Башкортостане моря нет, но есть огромное множество озер, которые впечатляют красотой и масштабом. Вода чистая, прогретая солнцем. Штурман так и несет нас по волнам, стараясь оставить максимально приятные эмоции. Что уж сказать, настоящий курорт, погружающий в атмосферу безмятежного отдыха. Абзелиловский район – жемчужина нашего региона, который манит туристов со всей страны. Спасибо огромное за эту чудесную прогулку. Она такая освежающая, такая бодрящая после знойной такой прогулки. Ну вот есть какой-то интересный объект впереди. Это что такое? Ну, это так называемый остров любви. Хотите, можете погостить немного. Серьезно, можно причалить? Ну, а почему нет? Ну все, пойдем на остров любви. Поехали. Поехали. Название, конечно, придумали весьма романтичное – «Остров любви». Здесь тихо и красиво.
Спасибо, мам, за этот день. Хорошая была прогулка, очень. Да, классно мы с тобой провели время. И на динозавров посмотрели, и водная прогулка получилась классная, да, шикарная. Гигантские жуки. Гигантские жуки вообще. Красивый Абзелиловский район, да, Алан? Да, Еще приедем? На следующий год да. приедем. Можно? Умотать ребенка на свежем воздухе новыми впечатлениями – мечта родителей. Спать будет хорошо. Я, собственно, что так много работаю-то? Чтобы иметь возможность отдыхать в лучших номерах. В данном случае санатория Яктыкуль. Пожалуйста, проходите, стесняйтесь. Здесь у меня гардеробная большая, здесь у меня ванная комната. Ой, как стильно-то! Гигантское зеркало, это больше такое, знаете, для женщин. Душевая стильная. Камень. Так, это мне, а это не знаю кому. Так, дальше. Смотрите, здесь гостиная. Гостиная, не сказать, чтобы здесь прям так уютно. Здесь скорее, знаете, помпезно, пафосно. Как мы, потомки русских царей, любим. И какая-то гигантская свадебная кровать. Смотрите, такое ощущение, что у меня сегодня первая брачная ночь. И фишка 2 балконов. Вот здесь один, это на тот случай, если вы во время свадебного путешествия поссорились со своей суженой, она ушла на этот балкон плакать, а вы пошли радоваться на этот. Слушай, ну тот случай, когда слова-то и не нужны, в принципе, да? Вот, ну а что сказать? Просто красиво. И вот эту водную гладь нужно как-то сегодня опробовать. Я сделал с удовольствием. Посмотрите. Сказка, песня, лепота. Конечно, озеро Яктыкуль является настоящей жемчужиной башкирского Зауралья. Ну еще бы, оно чистое, оно глубокое, оно красивое, в конце концов. И каждый, кто здесь побывает, просто обязан пройтись по глади этого удивительного озера. Мне повезло, потому что экскурсию по самому глубокому озеру Башкортостана для меня проведет директор санатория Яктыкуль. Максим, приветствую. Привет, Дмитрий. Рад видеть. Максим, я так понимаю, что на этом красавце мы и пойдем по Яктыкулю. Да, я предлагаю сегодня выбрать именно этот катер. Кто я такой, чтобы отказываться? Ну что, пойдем? Пойдем. Максим, вот не зря же говорят жемчужина Зауралья, да? Но мне кажется, что не только Зауралье, вообще одна из главных жемчужин Башкортостана. Как я понял с твоего вопроса, вообще в целом Башкортостан – это жемчужина России. Ну, это очевидно. А Зауралье, да, действительно, и в частности наше озеро, как ты и сам видел уже, это прекрасное место, это уникальное место. Мы немножко прошлись, как бы, да? И, ну, во-первых, вот этот сочинский вайб, что называется, очень много отдыхающих. Красивые девчонки, отдыхающие молодые люди. Классная альтернатива Краснодарскому краю, как мне кажется. Абсолютно согласен. Честно, я никогда не был на катере, а так далеко на озере Яктыкуль. Очень классно. Очень красиво. Да чего уж там, фантастика! В какой-то момент погрузился в удивительную атмосферу кино, ведь подобные виды можно наблюдать в дорогих кинокартинах с известными актерами. Но все это великолепие – Республика Башкортостан. Не перестаю восхищаться.
Я тут подумал, кто я такой, чтобы не нырнуть примерно в середине Яктыкуля в Яктыкуль. Да, немножко обнаженки, но это допустимо обнаженка. Но здесь же еще никто не тонул в спасательном жилете. Конечно, нет. Я на самом деле боюсь глубины. Ой, вот красавчик. О, Как ощущение? обалденно. А как здесь залезать-то? Давай. Как дурак, да? Ну, все, выключайте камеры. Мы в Магнитогорск. Ильшат? Дима? Привет! Здорово, дружище, привет, дорогой, привет. Как дела? Да все отлично, ты Отдыхаешь? чё здесь? Отдыхаю, а ты? Все хорошо. Тоже отдыхаем с детьми. А Эльвирка? Верка на работе в Уфе. А, ну да, понятно. О, дядя Дима, здравствуйте. О, привет, малышки, Вот. привет. С красотками отдыхаем. Как отдыхается? Да супер. Супер, слушайте, видели, там мужик сегодня тонул? Нет. Это был я. Ильшат, Дядя слушай, Дима, шутник. я знаешь, что предлагаю? Завтра подняться на ту гору большую, и оттуда открывается потрясающий вид на все вот эти вот водные истории, горные. Ты как? Слушай, Дима, у меня завтра процедуры. С Процедура? утра, да. Ну, я понимаю, да, санаторий. Давай, знаешь как, ты на процедуру, а девчонки, ну зачем процедура? А они со мной на гору. Да, не вопрос. А вы не против? Вообще супер. Нет. Ну все, у нас классная компания. Ребята, смотрите, какая красота. Ну просто обалдеть! Ну что, я готова показать, где мы живем с Аланом в Динопарке. Это отель. Идем, идем. Вот такой вот у нас красивый номер, фойе, гостиная, телевизор, зеркало, ванная комната. Чуть не забыла. Маленькая и уютная, но то, что нужно после жаркого знойного дня привести себя в порядок. Здесь у нас есть спальня. Тут у нас отдыхает Аланчик. Устал? Угу. Но есть еще одно красивое место. Неприметное с первого взгляда. Смотрите, у нас тут своя терраса. Здесь можно посидеть, либо позавтракать, либо перед сном послушать пение птиц. Вот такой у нас красивый номер. Алло, привет. Здравствуй, здравствуй, друг мой красный. Ну неужели вы девушку не загорели? Такой сегодня солнечный был Абзелиловский район. Почему же? Подрумянилась. Слушай, а как твой юный спиногрыз? Станет звездой своего класса в новом учебном году? Ну, судя по тому, как он работал сегодня на камеру, он, между прочим, еще и тебя переплюнет. Даже не сомневаюсь. Добрых снов. Спокойной ночи. Новый день, новые приключения. Выспавшись на свежем воздухе, продолжаем изучать территорию парка. Но для начала вкусный завтрак.
еще нужно детям? Чистая теплая вода и жаркое солнце. Доброго утра! Напомню дорогому зрителю, что стал папкой на пару часов для прекрасных Азизы и Аиши, пока их родной отец на процедурах в санатории Яктыкуль. Обещал показать девочкам красивые виды. Как мы и договаривались, утром второго дня в рамках наших каникул мы решили взобраться на удивительную гору, с которой открываются потрясающие виды на озеро Яктыкуль. Кстати, девочки, вот эта гора, и вот отсюда по этой дорожке мы будем подниматься. Видите, вот туда. Дядя Дим, а зачем пешком подниматься? Это же сложно. Ну а как еще в горы поднимаются? Вот. Что ж, фуникулер так фуникулер. Слушайте, девочки, а молодцы, а? Азиз, Аиш. Это мы часа на 4 сэкономили дорогу на гору. Сейчас вот эту штуку дождемся. Вообще классно, конечно. И не только зимой классно. Так, телефоны с собой. Сейчас будем фотографировать все. На добрую, долгую память о путешествии с дядей Димой. Что у вас еще лучше может быть? Я даже не знаю. Так, готовы? Пойдемте. Девочки, я только что вспомнил, что я вообще-то высоты боюсь. Да? Да. Ты тоже? Я слышу. Если бы пол был прозрачный, было бы красиво. Если пол был прозрачный, ты бы одна поехала, мы с Азизой остались бы. С тобой мужик, не бойся. Все хорошо. Слушай, а почему вот вы две сестры, а Аиша не боится, а ты боишься высоты? Потому что мы две разные. Точно. Потому что я мамина, а Аиша папа. Все вместе нужно. Знаешь принцип существования мужчин? Даже когда страшно, не показывай этого. Вообще классно, да? Вау! Давайте туда пересядем. Нет, смотрите на озеро. Это пытка красотой озера Яктыкуль. Смотрите только на озеро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не-не, это лужа, это не озеро. Давайте, выходим. Выходим. Вау, как классно! Вообще пушка! О! Обалдеть, девочки. Какая красота! Пушка. А знаете, что за горы такие? Уральские. Уральские. А вы знаете, какие горы самые древние в мире? Уральские. Невероятный Абзелиловский район с его невысокими вершинами, красивыми горными хребтами, богатой зеленью территорией и большим количеством озер. Если уж и приучать детей к красоте, то только здесь, в Башкортостане, ведь в шаговой доступности все то, что так греет душу. В такие моменты задумываешься о том, что человек не до конца понимает суть природы. Она умиротворяет, пленяет, успокаивает. Гуляй не хочу. Аромат горных трав приятно пьянит, а виды поражают воображение. Сказка, которая не придумана, но является былью. И мы, каждый из нас, ее персонаж.
А может, повыше поднимемся? Слушай, ну давай поднимемся, да. Что у нас выходной день? А тут наверняка все 12 будет видно. Пойдемте. Пойдемте, девочки. Что там видно? Слушайте, вон там ваш папка электрофорез проходит. Где? Ну, он в санатории. Какая-то женщина рядом. А, это врач. Девочки, кто будет смотреть? Я. Давай, по очереди. Все смогут. Давай сюда. Так, ну ты просто будешь смотреть в небо, Азиза. Мы поставили перед собой цель увидеть 12 озер с вершины горы. День ясный, возможно, у нас получится. Так, кызлар. Айдагыз. Осторожно только. Ох ты, смотрите, какой вид, а. Азиз, ты где? Давай руку. Ой, как хорошо-то. Я тут вижу. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. 8 опять. 9, 10, 11, 12, вон еще озера. Я все посчитал. Девочки, знаете, что самое главное? Самое главное, что вплоть до Алтайских гор вот такой красоты ну, практически нет. И знаете, как классно, что мы живем в Башкортостане? Смотрите, это озеро. Удивительная красота. Да? Да, Азизка? Очень красиво. Вернемся ли мы сюда? Однозначно. И не один раз. И вам рекомендуем. Недалеко от парка «Динозаврик» есть еще одно чудесное место, которое понравится не только детям, но и взрослым. Здравствуйте. Добрый день. Мы к вам на экскурсию. Добро пожаловать в наш питомник «Белый лекарь». Меня зовут Владимир, экскурсию проведу вам я. У нас Меня первый зовут раз? Альбина. Очень приятно. Очень приятно, Алан. Смотрите, техника безопасности. Во время экскурсии, пожалуйста, далеко от меня не отходим. Да, все-таки питомник крупных пород охраны собак. Сейчас к вам сюда выведут одну собачку породы среднеазиатской овчарки. Бояться не нужно, еще расскажу. Да, собака очень добрая, выросла на экскурсиях, знает, как себя вести. Лает громко, да? Очень. О, какой серьезный. Знакомьтесь, среднеазиатская овчарка. Мальчик, зовут его Тумар. Ага. Очень добрый контактный парень, вырос на экскурсиях. Можно Тумара подойти, вот погладить. Смело, не бойтесь. Ты как? Смелее, не бойся. Хорошо. Тумар. Какое интересное имя. Ну что ж, пройдемте, начнем экскурсию. Как у вас здесь красиво. Да, спасибо. Тумар далеко не единственный хозяин данной территории. Здесь большие и красивые собаки самых разных пород. Какие же они воспитанные, дружелюбные. Вот так боком подносим и тихонечко боком наклоняемся. А правда, что вот у вас они все время в клетке? Им нагрузка там? Нет, у нас собаки не сидят постоянно в клетке. У нас, конечно же, есть прогулки. У нас питомник очень большой, и мы питомник поделили на две части. Первая половина питомника у нас гуляет сейчас здесь на большом выгуле. Сейчас здесь гуляет 2 алабая. Вторая половина питомника у нас гуляет в лесу. Вот сзади питомника лес. Прогулка также длится от получаса до часа. Это также вполне достаточно. Ну, в лесу собакам гулять, конечно же, поинтереснее. Ну, конечно. Здесь у нас вдоль леса течет речка, собаки гуляют. На обратном пути собачки обязательно заходят в речку, купаться любят. Проси. Ай, умница, покорми ее. Молодец. А вот вам самые задорные постояльцы. Малыши! Малыши, котики, котеночки. Ой, как у вас тут. Да, конечно. Какой понравится, того бери. Рыжик, идем ко мне. Ну и как же без котиков? Это уже наша слабость.
Слушайте, у вас замечательное место, и собачки, и кошечки, и вообще очень ухоженная, красивая территория. Рекомендована к посещению всех зрителей башкирских каникул. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, конечно, приезжайте к нам в гости. Работаем каждый день без выходных. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Алан, Алан. котика надо оставить. Давай. Шуточки. Шуточки очень ваши. Шуточки, да. Дим, привет. Привет, Альбина Фаритовна, здорово. Ну что, как отдохнул? Как твой отпуск с детьми? Потрясающе отдохнул, классный отдых. Я вообще очень неплохой папка на пару часов получился. Пару часов, да. Ну, а в целом, что касается отдыха, знаешь, мне кажется, Абзелиловский район, ну вот практически ничего ведь не хуже, чем Краснодарский край. Ну, вот с этим не поспоришь, остается только согласиться. Ты как отдохнул? Мы тоже очень хорошо отдохнули, загорели, и теперь у меня Алан просит майкуна. Недешевая ведь история. Да. Ну, к нашим делам, сколько денег ты потратила? Я потратила 14 750 рублей. А ты? Молодец. 17 600 рублей, Альбина Фаритовна. Это же я чуть дороже, получается, отдохнул, да? Да. Ну, давай. Какое у тебя там задание к Дмитрию Каретко? Задание, ну, раз уж ты такой хороший папа на пару дней оказался, доведи миссию до конца. Заплети девочкам косички. Вот этими руками. Что я сделаю этими руками, Альбина Фаритовна? Как, не знаю, вот и все дружно посмотрим. Это были башкирские каникулы. Пока. Пока-пока.